Здравствуйте, это новости Татарстана. Информационные итоги дня в ближайшие полчаса. В студии работает Регина Ягудина. Январский субботник в Казани идет круглые сутки. Дорожные службы у нас проходят повторно все магистрали, постепенно подбираются к дорогам второй и третьей категории. Какую технологию применяют при очистке дорог и хватает ли места для складирования снега? Искандер Гималдинов все расскажет. Что расследовали и какие принципы преследовали? В частности, предстал перед судом находившийся длительное время в розыске. О чем говорили на коллегии Следственного комитета, расскажет Дмитрий Аренин. Упор на безопасность. Да, где-то суды, где-то останавливаем, но есть срок, устраняется, значит, дальнейшее предприятие дальше начинает функционировать. Какие болезни подкосили поголовье сельхозживотных и птиц республики в прошлом году и как будут исправлять ситуацию, выяснял Рамиль Шайдулин. Для устранения последствий аномального снегопада в Казани понадобится еще 2 недели. К концу этой планируют уже расчистить маршруты общественного транспорта. Их протяженность 554 километра. Это как расстояние от Казани до набережных Челнов и обратно. Дорожные службы сейчас по новому кругу убирают основные магистрали, переходят на дороги 2 и 3 категории. Это межквартальные и дворовые проезды. По плану «Буран» ежедневно задействованы 777 человек и почти 1100 единиц спецтехники. Искандер Гималдинов следил за ночной уборкой Казани. Это улица Лечебная авиастроительного района. Всю ночь идет уборка снега с тротуаров и подъездных путей. Здесь расположена 12-я горбольница. Сюда на скорой доставляют пациентов и должен быть бесперебойный доступ. Дорогу для расчистки перекрыли, оставив только проезд для карет скорой. У нас сейчас стоит в первую очередь расчистка проездов к социальным объектам, вот возле которого мы как раз стоим, да, 12-я горбольница. Их у нас в городе насчитывает социальных объектов больше 3000. Это детские сады, школы, садики, спортивные, культурные учреждения. Работа у нас идет непрерывно и постоянно. Дорожные службы у нас проходят повторно все магистрали и постепенно подбираются к дорогам 2 и 3 категории. Это уже перекресток Челюскина-Беломорская. Здесь на тротуарах выросли сугробы по 2 метра. Навиль Камалиев разгребает их уже 5-е сутки. Снега очень много выпало, и машины, припаркованные вдоль дороги, очень нам мешают. Без них было побыстрее. Стараемся вызывать сотрудников ГИБДД, чтобы убрали технику мешающую. Весь снег как такового быстро убрать не получается. Многие рабочие не возвращаются домой по несколько дней. Их обеспечивают горячим питанием, обещали премию. В авиастроительном проживают 118 тысяч человек. Это промышленный район столицы. Сюда на крупные предприятия съезжаются со всего города. И когда все это расчистится, прям вот ждем каждый день, чтобы... Все-таки, да, чтобы на нашу улицу попал хоть какой-то трактор. С перегрузкой сейчас работают снегоплавильные пункты. Организовали и временные снежные полигоны. Один из них на Тецовской. За неделю здесь приняли более 10 тысяч тонн снега. По городу 273 тысячи. Все объекты заасфальтированы и подключены к системе канализации. Это значит, вся вода весной будет стекать туда. Пока на данный момент нехватки в снежных свалках нет, но они уже очень быстро заполняются. Бесконечный субботник для коммунальных и дорожных служб в Казани превратилась в ликвидация последствий снегопада. Только за эту неделю из Казани было вывезено более 200 тысяч тонн снега. К нормальной жизни возвращается центр и районы столицы. По словам дорожников, эта неделя должна закончиться уборкой дворовых территорий. Искандер Гималдинов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Одно из массовых ДТП, которое произошло в дни Бурана на трассе в Мамадышском районе. Здесь столкнулись 11 автомобилей. Прокуратура завершила проверку обстоятельств. Выявлены нарушения законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог. Представление вынесли руководителю Татавтодора. Виновных сотрудников требуют привлечь к дисциплинарной ответственности. Материалы передали в следственные органы до доследственной проверки на наличие признаков уголовного преступления по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».
В Черемшанском районе органы опеки, зная о неблагополучии семьи, оставили детей в опасной ситуации. Это выяснилось после проверки прокуратуры. Напомним, 9 января в частном доме начался пожар. 7-летняя девочка с мамой не смогли выбраться из огня. Ребенок погиб, женщина попала в больницу. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Вопросы возникли к сотрудникам комиссии ПДН, отдела образования, полиции, органов опеки. Прокуратура требует привлечь руководителей к ответственности. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав на 2 детей. Проблема уклонения от налогов, рост правонарушений среди мигрантов и преступления в отношении несовершеннолетних стали главными в 2023 году для следователей республики и основными на заседании итоговой коллегии управления Следственного комитета по Татарстану. Традиционно оно прошло с участием Рустама Миниханова. Он отметил повышение качества предварительного следствия, рост дел, направленных в суд, и сокращение материалов, возвращенных прокурорами. Тревогу вызывает рост преступности в Татарстане по тяжким и особо тяжким на 15%. Какие выводы сделали и поручения дали, расскажет Дмитрий Аринин. У нас большая достаточно цифра недоимки. Она доходила до 15, сейчас она немножко снизилась. Цифры достаточно большие, но резерва у нас еще больше. Одна из приоритетных задач – борьба с налоговыми преступлениями. Долги по ним исчисляются миллиардами. В минувшем году число таких уголовных дел выросло в 3,5 раза, а сумма возмещенного ущерба превысила 1,5 миллиарда рублей. Первостепенная задача при расследовании налоговых преступлений – добиться компенсации причиненного ущерба. По уголовным делам важно, чтобы люди понимали, легче и безопаснее заплатить налоги, чем погнав за сиюминутные выгоды, оказаться вовлеченной в уголовной ответственности. В минувшем году в Татарстане отмечен рост преступности. Больше стало тяжких и особо тяжких. Следователи начали чаще возбуждать уголовные дела и направлять их в суд. При этом число возвращенных материалов сократилось. В целом раскрываемость почти 100%. Расследованы 129 преступлений, которые не удавалось раскрыть ранее. Были резонансные дела. Оглашен приговор заместителю министра МЧС Республики Степущенко, который растратил средства министерства в размере 43 миллионов рублей. Как отметили в управлении, продолжается работа по борьбе с ОПГ и преступлением прошлых лет. Благодаря правоохранительным органам перед судом предстали 45 членов ОПГ, совершивших 101 преступление. В частности, предстал перед судом находившийся длительное время в розыске Теленков, который со своим знакомым Курганом в марте 1995 года в городе Нурлат совершил убийство 2 лиц. Как сообщил Валерий Липский, в стране обострилась проблема преступлений среди мигрантов. В регионах, в том числе в Татарстане, создали специальный отдел по расследованию таких преступлений. В республике перед судом предстали 68 иностранных граждан. Завершено расследование в отношении 3 студентов Казанского медицинского университета, 2 из которых граждане Египта, 3 Алжира, которые год назад изнасиловали несовершеннолетнюю девочку 2008 года рождения и склонили ее к употреблению наркотических средств. Не остаются без внимания лица, способствующие нелегальной миграции. Привлечен к уголовной ответственности участковый уполномоченный Пестричинского отдела полиции ГТАУ. Сегодня наша страна нуждается в мигрантах. Нам надо научиться работать с мигрантами, с их социализацией, но и, конечно, они не должны, значит, как блуждающий атом находиться на территории нашей страны. Мы должны, мы свои предложения, значит, я вот правительству представил, Михаил Владимирович дал поручение, но я думаю, что и через Госсовет будут наши обращения. Поэтому регион, который много привлекает мигрантов, нам особо важно. Это все еще и вот эти экстремизм, терроризм. Мы знаем, не все люди едут в нашу страну, в нашу республику работать. Также требует внимания ситуация с преступлениями в отношении несовершеннолетних. В минувшем году жертвами стали более 500 детей. В частности, предстали перед судом Пидыбаев, задушивший в январе прошлого года своего 7-летнего сына. Я заверяю вас, что работу по обеспечению неотвратимости наказания за подобные безжалостные преступления мы будем неотступно продолжать. Сделаем также упор
неотвратимости наказания должностных лиц за халатные отношения в сфере профилактики в указанной сфере. В целом работу следователей Рустам Миниханов оценил положительно. Как отметил Раис, несмотря на внешние вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое развитие. Дмитрий Рин, Алмазиддинов, ТНВ, Казань. В ближайшее время все животноводческие предприятия усилят биологическую безопасность. Такую задачу сегодня поставили на итоговой коллегии Главного управления ветеринарии Республики и Управления Россельхознадзора. Год для ветеринаров был сложным. Сразу 2 очага бруцеллеза, 4 сальмонеллеза, птичий грипп, туберкулез. Африканской чумы свиней не выявлено, но еще остаются хозяйства, где риск присутствует. Почему и как будут исправлять ситуацию, узнавал Рамиль Шайдулин. 2 случая у нас туберкулеза, 2 случая это у нас август клещей. Болезни, давно забытые в АПК, в прошлом году внезапно проявили себя в Татарстане. Сразу 2 очага бруцеллеза, очаг птичьего гриппа, 2 очага туберкулеза крупного рогатого скота. Был риск заражения работников ферм. В прошлом году после вспышки бруцеллеза в Атнинском и Новошишминском районах 13 сотрудников заразились от животных. Только благодаря тому, что микобактерии туберкулеза не так агрессивны, как бруцеллы, сотрудники туберкулезом не заболели. Прошу руководителей районов и животноводческих предприятий республики обратить внимание по неукоснительному исполнению санитарных и ветеринарных правил и, самое главное, защите своих сотрудников от заболеваний. Главная причина ухудшения ситуации – низкий уровень биологической защиты предприятий АПК. В 2022 году в Татарстане были зафиксированы 11 случаев африканской чумы свиней. Защиту усилили. В 2023-м этот вирус к нам не проник. Однако 2 предприятия в Сармановском районе не провели работу над ошибками и до сих пор в зоне риска. Для сравнения, таких хозяйств было у нас 9. 5 у нас устранили нарушения. И я вам так могу сказать, что нам пришлось 50 раз выехать в эти 5 хозяйств. То есть каждое по хозяйству по 10 раз минимум. Прошлый год, говорят на заседании, показал, что все новое – это хорошо забытое старое. Ведь вернулся даже бруцеллез, о котором не было слышно еще с конца 20 века. Поэтому сейчас все большее внимание будет уделяться безопасности. Даже содержать скот так, как раньше, больше не получится. Глава Минсельхоза поручил провести аналогичную работу и по другим животноводческим комплексам. Начиная от заборов, начиная от заезда дисбарьера, выезда, контроля, внутренние все эти моменты специалистов, дорожную карту. Да, это очень затратное дело. У кого нету не решены эти вопросы, нам, коллеги, в ближайшее время надо будет решать. 40 ветеринарных лабораторий республики за год провели 4 миллиона 600 тысяч исследований. Благодаря современному оборудованию, которое было закуплено по национальному проекту «Экспорт продукции АПК». Это значимая поддержка. На полученные средства закупается оборудование, проводится капитальный ремонт, организованы межлабораторные сличительные испытания. На сегодняшний день республиканская лаборатория имеет аккредитацию на исследования по 101 методике. Республика первой в стране завершила маркировку сельхозживотных в личных хозяйствах. Для владельцев процедура была бесплатной. Татарстан на эти цели направил 82 миллиона рублей. С 1 сентября на немаркированный скот, птицу и полученную от них продукцию нельзя оформить ветеринарно-сопроводительные документы. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. С Куйбышевского водохранилища увеличат сброс воды. Минэкологии Татарстана поддержала решение. Причина – небывалые снегопады, из-за которых сейчас запасы водохранилища уже на треть выше нормы. Но впереди половодье, поэтому Росводресурсы предложили снизить уровень воды путем сброса. Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада сегодня поддержала это решение. Эту работу выполнят до 10 февраля. На это время на новый режим перейдут Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища. Аномальный буран в Казани закончился, а столица до сих пор утопает в мусоре. Почему? Тысячи жалоб горожан остаются без внимания. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Развитие промплощадок и моногородов, туристической отрасли и городской среды в масштабах страны. Эти и другие вопросы сегодня обсудили в Казани. Здесь прошла итоговая сессия Агентства стратегического развития госкорпорации Web.рф. В столицу республики приехали председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, глава оси Светлана Чупшева. Участие принял Рустам Миниханов. Обсудили ключевые стратегические приоритеты страны и место Татарстана в их достижении. Как отметили, сегодня наш регион один из сильнейших в стране. В рейтинге инвестиционного климата республика традиционно в лидерах. За что еще выделили Татарстан, расскажет Рамиль Галиулин.
этот проект делался новый холдинг как стартап. Свой визит в Татарстан Игорь Шувалов начал с набережных Челнов. На КАМАЗе председателю госкорпорации Web.рф презентовали электробус с ночной зарядкой. Этот экологичный вид транспорта не тратит время на электропитание в течение дня. У модели увеличена емкость батареи. Запаса хода хватает почти на 300 километров. Значит, это в течение дня можно подпитываться и работать. Показали гостю и электромобиль «Атом» – пример современного достижения автомобилестроения и передовых IT-разработок. В прошлом году на КАМАЗе создали 13 тестовых моделей машины. Серийный выпуск ожидается в следующем году. Маршрутизующие массы, горный массив. Да. Посетил Игорь Шувалов и Камский индустриальный парк «Мастер». За 20 лет территория объединила 290 предприятий-резидентов. Создано 12,5 тысяч рабочих мест. Суммарный оборот всех компаний за прошлый год – 180 миллиардов рублей. ВВРФ – это целая экосистема. О развитии промплощадок говорят уже в Казани на совещании Web.рф и Агентства стратегических инициатив. Как подчеркнул Раис Татарстана, благодаря проектам госкорпорации в моногородах республики появились современные промплощадки, получают поддержку крупные проекты. Так промзоны открылись в Зеленодольске, Челнах и Нижнекамске. Ну и, конечно же, большая поддержка большого проекта, который в Челнах реализован. Значит, компания «Хайер» построила промпарк. Здесь, конечно же, без поддержки ВПРФ это было невозможно. Благодаря вот этим проектам создано более 18 тысяч рабочих мест. И, конечно же, компании инвестировали, в свою очередь, 56 миллиардов рублей. Идет совместная работа и в сфере образования. При поддержке госкорпорации построено 3 школы в рамках государственно-частного партнерства. Тесно сотрудничает Татарстан и с Агентством стратегических инициатив. Много внимания уделяется работе в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Татарстан регулярно входит в тройку лучших в стране. В прошлом году республика по объему инвестиций перешагнула отметку в 1 триллион рублей. Когда мы выезжаем в субъекты, встречаемся с предпринимателями, встречаемся с региональными командами. Рустам Нургалиевич с самого основания Агентства стратегических инициатив входит в состав наблюдательного совета. И, конечно, все вот первые проекты, и так до сих пор происходят, да, все инициативы, которые вырастают на федеральном уровне, они разрабатываются, безусловно, с его участием, с участием команды, с опытом команды Татарстана. В рамках совещания прозвучали доклады о перспективах развития городских территорий. Поделились опытом республики в части сохранения объектов культурного наследия и успешного развития брендов Татарстана. Как отметил Игорь Шувалов, за последние 30 лет руководство республики сделало регион одним из сильнейших в стране. И будущий саммит стран БРИКС в Татарстане подтверждает это. Мы будем готовы взяться за любой проект, который поддерживает бизнес республики, руководство республики. И я считаю, что здесь нет никаких ограничений абсолютно. Будет это социальная сфера, либо это будет промышленная или сфера услуг. По всем направлениям я ожидаю здесь успеха. Главное, чтобы проект был окупаем, реализуем. Все презентованные проекты представят на наблюдательном совете президенту страны. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Набережные Челны, Казань. Сегодня Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров Татнефтехим-Инвест-Холдинга. Рассмотрели проекты импортозамещающих инноваций для социальной среды и производства. Так, московская компания предложила внедрить на предприятиях Татарстана систему управления оборудованием с помощью искусственного интеллекта. Рустам Минниханов поручил изучить предложение. Если вы хотите здесь серьезно работать, надо сблизиться с Иннополисом. Вот пример, который за Иннополис отвечает. И я думаю, что это выигрышно будет и для вас, и для нас. В проекте Иннополис главный магнит – это университет. Еще одна московская компания предложила проект реверс-инжиниринга. Он позволяет создать точную копию деталей оборудования по уже существующему образцу. В сотрудничестве с химическими предприятиями Татарстана заинтересована компания из Екатеринбурга, крупнейший производитель оборудования для нефтегазового и химического комплексов. Рустам Минниханов поручил изучить опыт компании. Оборудование, которое является значительным и важным в части обеспечения безопасности реакторов. Мы поставляем оборудование для нефти- и газохимических комплексов.
любое оборудование, колонны, оборудование реакторное. И как поставщиком мы можем стать в Татарстан, так и можем сделать прекрасную кооперацию и в обратную сторону. И мы можем стать заказчиком для предприятий республики. Наши технологии позволяют восстанавливать практически любое изделие, вне зависимости от его габаритов, вне зависимости от его химического состава, если мы говорим об изделиях, которые изготовлены из металла. Мы можем повторить геометрию, мы можем повторить те типы покрытия, которые были нанесены до этого, либо предложить наиболее эффективные. Алексей Песошин провел заседание попечительского совета КНИТУ КАИ. В конце прошлого года ВУЗ выиграл федеральный конкурс по созданию инженерной школы комплексной авиационной инженерии. Университет начнет готовить специалистов в сфере микроэлектроники. В ближайшие 3 года будет создано 15 новых лабораторий и 41 образовательная программа. Бюджет проекта до 2030 года – 4 миллиарда рублей. 2024 объявлен годом научно-технологического развития. Создание и развитие проектов в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники – одна из ключевых задач обеспечения технологического суверенитета страны, сказал Алексей Песошин. В республике сформирован кластер микроэлектроники. В него входят НПО «Радиоэлектроника», заводы радиоприбор в Казани-Альметьевске, АСИЭЛ, проекты в Иннополисе и другие. Важную роль в работе кластера должно сыграть тесное взаимодействие вузов и предприятий. Мы с вами должны сделать все для обеспечения работодателей востребованными специалистами, подчеркнул премьер-министр. В Татарстане на 433 человека увеличилось число избирателей. Теперь их 2 928 633. Данные уточняют каждые полгода. Напомним, с 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента России. В Татарстане будут работать 2727 участковых избирательных комиссий. В этом году ЦИК запустил акцию «Всей семьей на выборы», чтобы поддержать добрую традицию голосования в Татарстане. В подготовке и проведении выборов задействуют свыше 20 тысяч человек. Сегодня в Казани подписали соглашение о сотрудничестве Общественная палата и 10 некоммерческих общественных организаций Татарстана. Их представители пройдут обучение, чтобы стать наблюдателями на выборах. Мы, как представители самой массовой общественной организации, приняли решение о подписании соглашения с Общественной палатой по проведению честных и открытых выборов, поскольку гражданский долг каждого гражданина России принять участие в выборах. Сегодня общественное наблюдение – это неотъемлемая часть всех выборов, которые происходят на территории нашей страны. Завтра в России важная историческая дата – 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Вильям Барабанов и Валентина Тарасюк – жители блокадного Ленинграда. После эвакуации их жизнь тесно связана с Казанью. Ужасы тех трагических лет до сих пор в памяти, признаются они. О том, как выживали в осажденном городе, героизме людей. Сегодня они рассказали на уроке мужества. Их слушала Вероника Гайнудинова. И память напрягать сегодня мне не надо, чтоб день за днем пройти тот страшный путь. Когда с сестрой узнали мы, что маму не вернуть, как и другим ребятам Ленинграда. Эти строки о своей жизни написал Вильям Барабанов. Говорит, прошло 80 лет, а в памяти то самое чувство голода и холода. Когда Ленинград взяли в блокаду, ему было 7 лет. Вспоминает, как днем и ночью не прекращались бомбежки, от снарядов рушились дома. Папа работал инженером, собирал военную технику для фронта. Мама была главным психиатром Ленинграда. До последнего принимала пациентов. Чувство смерти, оно все время. Ты идешь, впереди тебя человек идет, споткнулся, упал, ты подходишь, он уже мертвый. Вот это осталось на всю жизнь. Я всегда говорю, что мы выжили из-за того, что наши родители ушли из жизни. Мама, она врач была, психиатр, принимала у себя в кабинете, а мы в соседней комнате находились. Она сидя принимала, потом лежа принимала, потом ее увезли. И больше мы ее не видели. Летали самолеты и сыпали яд, чтобы мы даже снега не могли взять. Валентине Тарасюк был всего год. О страшных днях, которые пришлось пережить, знает по воспоминаниям мамы. В семье было 3 детей. Брат и сестра не выжили. Спаслась только маленькая Валя. Хотя, как говорила мама, она была такой худой и изможденной, думали, не выживет. Ей все время говорили: женщина, положите ребеночка, ну, мертвые там лежат. Они считали, что я мертвая.
Она нет, она живая. Очень многие женщины, у кого умерли дети, они или на руках их носят, или также на санках везут. На долю ленинградцев выпали самые страшные испытания. О голодных, холодных и бессонных днях и ночах во время блокады Ленинграда рассказывают на уроке мужества. Здесь ветераны, военные, герои и участники СВО, юноармейцы. Ребята говорят, знают историю нашей страны. Они нам очень много историй рассказывали, то, что это было ужасное время, то, что нечего было кушать, то, что они просто выживали. Те самые 125 граммов хлеба, что полагались ленинградцам в сутки, сегодня раздали всем, чтобы напомнить о ценности жизни. В жестких условиях, каких проживал народ, их мужеством восхищаемся, стойкостью, твердостью. Представьте себе, вот такой кусок хлеба на весь день. Очень тяжело было, но город выстоял. В эту историческую дату в ряды юноармейцев вступили 50 ребят. Значки школьники получили из рук Героя России. От Расима Баксикова юноармейцам и напутственные слова. Какую бы вы ни выбрали для себя жизненную дорогу, стремитесь к тому, чтобы быть профессионалом. Завтра в стране отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Это страница нашей истории, нашего героизма навсегда в памяти. Вероника Гайнудинова, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисис. В студии Динар Батрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки погода практически не изменится. Подробности после полезной информации. Только до конца января скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Зеленодольске облачно, осадки в виде небольшого снега. Температура днем 6-8, ночью 8-9 мороза. В Буинске, Апастово, Торжаном температура от 5 до 8 мороза днем, ночью минус 7-10 градусов. Здесь тоже облачно и слабый снег. В Чистополе, Аксубаево, Мамадыше тоже пасмурно, местами снежно. Температура днем минус 7-9, ночью 9-14 градусов мороза. В Нижнекамске, Агрызе и Набережных Челнах облачно, небольшие осадки, минус 7-8 градусов днем и минус 10-16 ночью. В Альметьевске, Бавлах и Бугульме местами будет идти снег, минус 8-9 днем и от 13 до 19 мороза ночью. Комфортная погода будет и в туристических городах республики. В Свияжске облачно, небольшой снег, температура 6 градусов мороза днем и минус 8 ночью. В Болгаре днем минус 7 и минус 8 ночью. Здесь тоже пасмурно, слабые осадки. В Елабуге пасмурная погода, небольшие осадки, температура днем минус 8 и минус 10 ночью. В Казани прогнозируют пасмурный день, пройдет небольшой снег. Температура днем минус 6 градусов, ночью 7 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер больше 3 метров в секунду. Влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все, я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Күннәрегез уңышлы булсын.